уважаемые коллеги, пожалуйста, начинаем. Доброе утро. За отчетный период произошло 13 пожаров, пострадавших, погибших нет и крупных пожаров не было. Итого, с настоящим итогом с начала года пожаров 139, а ПВГ 149. Гибель 4 на 4, травмировано 6 на 5. Спасено 27 человек. Также проведены рейды по частному сектору. Всего проведено 42 рейда, проверено 365 домов, проектировано 794 человека. Доклад закончен. Спасибо, пожалуйста. Доброе утро. За прошедшую неделю инспекторским составом всего проверено планово 2 объекта, внепланово 8 объектов. Составлено протоколов о административных правонарушениях 10. На должностных лиц 3 на сумму 18 тысяч рублей, на юридическое лицо 2 на сумму 300 тысяч рублей. Также один материал направлен в суд на приостановление вида деятельности объекта с массовым пребыванием людей. Предупреждение составлено на юридическое лицо 1 и на должностное лицо 3. Вынесено 8 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения. Профилактических обследований выполнено 9, жалоб граждан рассмотрено 7. Продолжается проверка деревянного жилого фонда. За неделю, проверено 22 жилых дома, проинструктировано 48 домов. Округами города Якутска проверено: Управа Центральный округ 12 домов, проинструктировано 52 человека. Губинский округ 15 домов, проинструктировано 80 человек. Октябрьский округ проинструктировано 82 человека. И Автодорожный округ проверено 4 дома, проинструктировано 4 человека. Доклад закончен. На какое заведение вы подали в суд сейчас на закрытие? Торговый центр «Оптимист». Ясно, спасибо, пожалуйста. Доброе утро. По данным оперативной сводки, за прошедшую неделю на территории города Якутска зарегистрировано 22 преступления и 14 раскрыто. На пульт оператора 02 поступило 1939 сообщений. Из числа ранее совершенных преступлений раскрыто 35. 1 грабеж, 19 краж, 1 угон, 4 тяжкого вреда здоровью, 6 мошенничеств, 4 прочих. По системе видеонаблюдения АПК «Безопасный город» зафиксировано 4 факта административных правонарушений, раскрыто 2 преступления. С 9 по 15 марта 2020 года на территории было проведено 4 спортивных мероприятия, в которых приняло 372 человека. На охрану общественного порядка было задействовано 8 сотрудников полиции, ЧОП «Кристалл» 8, ЧОП «Азум» 14 сотрудников. К административной ответственности привлечено 1911 нарушителей, спецприемник помещено 43. Доклад окончен, рабочим в порядке работы. Спасибо, пожалуйста. Доброе утро. Оперативная обстановка на обслуживание объекта транспортного комплекса Якутского гарнизона оставалась стабильной, находилась под контролем службы управления. За прошедшей неделе зарегистрировано 24 материала, из них с признаком состава преступления 18. Также зарегистрировано административных правонарушений 210. За нарушение правил поведения на транспорте 4, за нарушение миграционного законодательства 5. С помощью видеокамер наружного наблюдения выявлено 15 административных правонарушений, наложено административного штрафа на сумму 48 тысяч рублей. Также проводятся оперативно-профилактические мероприятия на обслуживаемых территориях. Металл и нелегальный мигрант. По докладу все. Спасибо. Сергей Николаевич. Доброе утро. За прошедшую неделю на территории города Якутска зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествий. Из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате которых ранения получили 4 человека. По видам это у нас 1 столкновение и 1 падение пассажира в автобусе. В целях профилактики ДТП у нас выявлено 814 правонарушений, из них 18 в отношении нетрезвых водителей. На специальную стоянку доставлено 42 автомобиля, за тонировку стекол привлечено 45 водителей. По выявленным недостаткам эксплуатационного состояния уличной дорожной сети выдано 10 предписаний, возбуждено 2 административных дела. По пассажирским перевозкам
проведено 2 рейдовых мероприятия совместным МУГАДом и Министерством транспорта, в ходе которых составлено 14 административных материалов, 11 в отношении должностных, 1 юридическое и 2 физических лица. Доклад окончен. Спасибо, пожалуйста. Доброе утро. На прошедшей неделе госинспекторами Якутского комитета проведено 18 проверок. По результатам проверок наложено 14 штрафов на сумму 59 тысяч рублей. Продолжается работа в округах города в рамках трехмесячника и по обращениям граждан. Помимо этого приняли участие в 3 отчетах правительства в округах города. Это в Табаге, Пригороде и Тулугинах. Также закончены работы по зимнему маршрутному учету численности животных на административной территории города Якутска. Продолжаются работы по мониторингу качества воды реки Лена. Пожалуйста. Доброе утро. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе Якутске. За 10-ю неделю показатель заболеваемости на 6% выше недельного эпидемического порога был. За 4 дня 11-й недели показатель заболеваемости составил 25% ниже эпидемического порога. И это выше показателя 4 дней предыдущей недели на 17%. На карантин закрывался 1 класс в 29-й школе с количеством детей 20 учащихся. О частичном закрытии групп принимались решения в 7 детских садах с количеством закрытых групп 11 и с количеством дошкольников 342. Доклад окончен. Так, по значит, профилактике коронавируса, что вы можете сказать нам? По профилактике, в рамках профилактики коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора начались рейды по торговым центрам, по организации и соблюдению дезинфекционного режима в торговых центрах, в местах массового скопления людей, в местах пользования, в местах общего пользования многоквартирных домов. На этой неделе мероприятие продолжится. Более-менее мероприятия проводятся в торговых центрах, в театрах, кинотеатрах. На этой неделе будем смотреть за организацией мероприятий в управляющих компаниях. Общественный транспорт будете проверять? Общественный транспорт, да, будем смотреть. Вообще на визуальном осмотре видно, что некоторые маршруты проводят мероприятия по дезинфекции, а вот некоторые будут подвергаться контролю на этой неделе. Так, территориальные органы управления, пожалуйста, значит, примите меры по оповещению тех предпринимателей, которые держат нестационарные торговые объекты, в том числе, значит, теплые остановки. Необходимо проводить мероприятия по дезинфекции. Всех поставить в известность, рекомендации всем выдать. Значит, что касается, значит, проведения массовых мероприятий, какие на сегодняшний день есть установки? Управлению Роспотребнадзора внесено предложение главного государственного санитарного врача по Республике Саха-Якутия в адрес председателя правительства республики с рекомендациями о запрете проведения массовых мероприятий на территории республики. Так, по образовательным учреждениям какая на сегодняшний день информация? То есть вот в сети активно распространяется рекомендация Министерства образования переводить детей на дистанционное, значит, обучение. Ну, рекомендации. Что в этой связи можете сказать? По этому поводу решения не было. Ожидаем на этой неделе. Так, тогда мы ожидаем решения республиканской комиссии, Да. и после этого будем принимать соответствующие меры на территории города Якутска. Правильно я понимаю? Но во всяком случае это будет решение оперативного штаба республики. Хорошо. Так, пока здесь все присутствуют, в том числе правоохранительные надзорные органы, значит, Роман Сергеевич, у нас кратно увеличилось количество заявок, значит, на отлов безнадзорных животных, 354. Ситуация какая сегодня? Здравствуйте. Что касается по ситуации с безнадзорными животными, ситуация следующая. На сегодняшний день сложилась непростая ситуация по функционированию нашего унитарного предприятия «Жилкомсервис» по отлову данных животных в связи с тем, что на сегодняшний день у нас отсутствует
полноценные платежи со стороны Якутской экосети, рекоператора по вывозу твердых коммунальных отходов. Также на сегодняшний день со стороны Якутской экосети не погашен займ, полученный в 2019 году. Дополнительно отмечаю, что на сегодняшний день у нас не заключен договор с Якутской экосетью на 2020 год, что усугубляет ситуацию по платежам. Дополнительно на сегодняшний день со стороны агентства «Субсидия» у нас не произведены оплаты по субсидии за январь и февраль за вывоз жидкобытовых отходов, что в целом на сегодняшний день ставит под угрозу деятельности нашего предприятия как по вывозу жидкобытовых, мерзлых бытовых, твердокоммунальных отходов и по отлову, не говоря уже по усилению данной работы до решения вопроса по погашению данной задолженности со стороны Якутской экосети и агентства «Субсидия». Какие меры собираетесь принимать? На сегодняшний по день нуждению для погашения задолженности. Сегодня мы приняли решение о том, что будут уведомлены соответствующие структуры, в том числе и данные организации, о том, что к концу недели мы будем принимать меры по перекрытию полигона, соответственно, для побуждения к оплате. Это в первую очередь. Также побуждение к заключению договора на захоронение твердокоммунальных отходов. Ну и также будут приниматься меры по поводу того, чтобы получить субсидию за 2 месяца. Потому что у нас на сегодняшний день ситуация непростая. Так, ну то есть для мер по усилению отлова животных, значит, собственных средств предприятия уже недостаточно. Я бы сказал, их нет. Их нет. Так, республиканская субсидия на работу с безнадзорными животными, республиканские деньги так еще к нам и не поступили в связи с тем, что не принят закон и не утверждены нормативы. Ни рубля нет, ни копейки. Хотя, повторю, в соответствии с федеральным законом и нормативными актами, работа по отлову безнадзорных животных – это полномочия субъекта Российской Федерации. Совершенно верно. Вообще, я полагаю, что, конечно, следовало бы нам быть более, значит, занимать более жесткую позицию и с 1 января 2020 года вообще закрыть пункт передержки. Ну, дело к этому идет, видимо. У вас же еще представление Якутскэнерго о том, что будет отключена электроэнергия в связи с имеющейся задолженностью. Буквально в понедельник, следующий 23 числа, Якутскэнерго уведомил о том, что будет прекращена поставки электроэнергии нашему предприятию. Так, якутские экосети присутствуют. Какие вы принимаете меры для погашения задолженности перед жилкомсервисом? Добрый день. Доброе утро, уважаемый Саратан Владимир, участники совещания. Да, в настоящий момент между Якутской экосетью и жилкомсервисом сложилась очень сложная ситуация. Она связана очень сложным финансовым положением регионального оператора. Вы знаете то, что у регионального оператора только один источник поступления – это поступление от оказываемой услуги. В настоящий момент существует очень высокая дебиторская задолженность населения. В свою очередь, Якутской экосети есть только один рычаг воздействия – это только через судебный процесс. Да? Ну, вы понимаете, что процедурные вопросы достаточно длительные. В настоящий момент мы усилили претензионную исковую работу. Рассматривается 40 дел в арбитражном суде Республики Саха-Якутия, но это процесс, опять же, длительный. В свою очередь, мы достигли договоренности с оператором полигона производить оплату ежедневно, не менее 70 тысяч рублей, но мы, как деньги собираем, соответственно, мы отправляем. Это в наших договорных отношениях, в протоколе разногласий было прописано и отражено. Основная причина, по которой не подписан договор, это разногласие в части учета возимых объемов на полигон. Дело в том, что оператор полигона предлагает применять 505-е постановление, согласно которому тот объем, который возится на полигон, умножается на максимальный коэффициент уплотнения. В данном случае это идет вразрез тарифному регулированию, которое установил ГКЦ РЭК. У нас коэффициент уплотнения двойной. В случае применения данной процедуры в конечном итоге увеличится плата жителей, в том числе за вывоз твердокоммунальных отходов. И этот вопрос в настоящий момент находится на рассмотрении в арбитражном суде. Ближайшее заседание будет 14 апреля. Так.
Так, ну, значит, данная работа начата довольно давно. Значит, Якутская Кассетия всячески препятствует заключению договора. И на сегодняшний день, значит, вы обслуживаетесь без договора. Безвозмездно вы пользуетесь городским полигоном, не платя ни копейки. Более того, вами в предыдущие годы были получены займы, срок погашения которых настал, вот как мне докладывали, 23 февраля. Вы не приняли никаких мер для погашения имеющейся у вас задолженности. Это порядка 13 миллионов. Еще порядка 80 миллионов вы должны за, значит, за хранение и, соответственно, вот это вот бездоговорное потребление. В этой связи около 100 миллионов рублей вы должны городскому предприятию, которое на сегодняшний день за счет собственных средств занимается отловом, как может. Поэтому, значит, прошу вас. Светлана Владимировна, возможно, вам Не неправильно перебивайте меня, пожалуйста. донесли неверно. Дело в том, что Не за перебивайте меня, 2019 год пожалуйста. задолженности нет у Якутской Кассетии перед оператором полигона. Не перебивайте меня, пожалуйста, садитесь на место. Светлана Владимировна, могу добавить еще? Пожалуйста. По имеющейся у нас информации со стороны рекоператоров Якутской Кассетии, на сегодняшний день идут все полностью платежи по всем их контрагентам, которые привлечены сторонней организации, то есть у рекоператора перед ними долгов нету. Долги только исключительно перед Жилкомсервис. То есть платят всем, кроме городского предприятия. Совершенно верно. Задолженность перед контрагентами имеется. У нас непогашенные долги и за декабрь прошлого года есть перед транспортировщиками, то есть организациями, которые предоставляют нам услуги. Эта информация неверна, Роман Сергеевич. Так, в данном случае, значит, Департамент имущественных и земельных отношений прошу проконсультировать Жилкомсервис в части, значит, того, что он же является хоть и номинальным, но учредителем этого предприятия Якутской Кассетии. Понятно, что эти несчастные 49% доли не имеют никакого решающего значения, не блокирующих полномочий и прав. Тем не менее, о созыве Совета директоров и принятии соответствующих решений, значит, и начале, может быть, даже комплексной проверки. Потому что одно влечет за собой другое. Я думаю, что все-таки, и я убеждена и на личном примере в том числе, что Якутская Кассетия не ведет достаточной работы по взысканию, значит, и сбору средств. Частный сектор у вас до сих пор не охвачен, договоров нет. Хватит? Я хотел бы ясность внести. Дело в том, что чтобы охватить жилищный фонд, необходимо наличие контейнерных площадок. Садитесь. В настоящий момент контейнерных площадок нет, и законных оснований для начисления у нас не имеется. Я начинаю сомневаться в вашей адекватности. Так, пожалуйста, служба эксплуатации городского хозяйства. Да, вы можете идти. Доброе утро, Светлана Владимировна. Доброе утро, уважаемые коллеги. У нас направлена заявка в Минстрой на участие в отборе на предоставление субсидий в сумме 44 миллиона. Это на газоснабжение земельных участков многодетных семей в микрорайоне Северный. Вы знаете, всего стоимость работы составляет 61 миллионов рублей, в том числе стоимость газопровода высокого давления 17 миллионов рублей. Это получается у нас второй этап работ. По санитарному трехмесячнику по состоянию на прошлую пятницу всего убрано снега с крыш на квартирных домов 11 тысяч километров, из плановых 18 тысяч километров, что составляет 61%. По вывозу снега с дворовых и прилегающих территорий 59 тысяч километров из 111 или 53%. По уборке и вывозу наледей 3,5 тысячи километров из 6 тысяч или 59%. По санитарным точкам 3 тысячи кубометров из 7 тысяч кубометров плановых или 45%. Но самые высокие показатели уборки снега у нас у Октябрьского округа, а среди пригородов это у Магана. По пропуску талых вод, вы знаете, вы подписали распоряжение, у нас работы идут в плановом порядке. Якутдорстрой у нас пропаривает трубы, чистит лотки. На прошлой неделе мы объявили отбор на откачку талых вод. Так, по вашему поручению у нас все-таки данные мы все сформировали, рейтинг управляющей компании у нас подготовлен, сегодня-завтра вам направим. Также подготовлен доклад на экологический совет при главе республики, который будет сегодня в 2:30. По охранно-пожарной сигнализации мы завершили отбор по неблагоустроенному деревянному фонду. Отбор прошли 99 домов,
Сейчас запустили распоряжение о выдаче средств на согласование. Ну, также мы устранили аварийную ситуацию на Жаинского, 23. По протоколу КЧС направлены указания по дезинфекции многоквартирных домов управляющих компаниям. В связи с пандемией коронавируса управляющая компания отчитывается о проделанной работе, мы сводим информацию. Также у нас по озеленению объявили конкурс. Срок окончания 25 марта. У меня все. Так, по вывозу снега вообще мы в графике или нет? Да, мы пока придерживаемся графика. У нас очень усиленно работа идут в выходные особенно. Так, срок у нас до 1 апреля. Все верно. Хорошо. Ладно, садитесь, пожалуйста. Управление здравоохранения. Доброе утро, уважаемые коллеги. Все медицинские организации города Якутска отработали и продолжают работу в напряженном режиме, что связано с некоторым увеличением и заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям и по профилактике коронавирусной инфекции. Всего за помощью, на скорую помощь обратилось 3344 человека, что показывает увеличение на 6,3%. По травматизму на взрослый травмпункт обратились 1294 человека. По сравнению с прошлой неделей уменьшение идет, но тем не менее после укуса животных первичных обращений 19, за прошлую неделю 9 было, из них укусы бродячих собак 5. Уличные травмы получили 258 человек, в том числе вследствие гололеда 195, сравнимо с прошлой неделей. По травмам в результате катания на горках 25 человек и травмы на катке 13 человек. Детский травмпункт обратились 151 ребенок, уличные травмы получили из них 53 человека. По профилактике коронавируса. В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора ведется ежедневное медицинское наблюдение за пациентами, которые прилетели из стран, где регистрировалась заболеваемость по новому коронавирусу. Всего наблюдалось на домашнем карантине за весь период 233 человека, и сейчас находится под наблюдением 84 человека. У меня все. Так, укушенные, они все получают сейчас? Да, обязательно. Я забыл сказать еще вот по профилактике бешенства. Проведены профилактические мероприятия с работниками пункта передержки животных по улице Чеченко. Всего работников 15 человек, и им проведена превентивная вакцинация. Спасибо. Управление образования. Учебно-воспитательный процесс в городе идет по плану. Провели профессиональные конкурсы «Воспитатель года», «Учитель года» и «Сердце отдаю детям» для воспитателей. По уборке снега и так далее идет у нас все по плану. По запасам мы проверку сделали санитарного состояния на прошлой неделе в 13 учреждениях. Состояние удовлетворительно. Руководитель отмечает отсутствие в городе масок, чтобы сделать запасы. Да? И по пирометрам после 8 марта, если ценник был около 3000, то сейчас уже по России нету запаса пирометров. Мы посчитали, что нам необходимо 179. В 8 школах у нас имеются пирометры из проверенных. То есть будем выходить сейчас пока собственными, будем изыскивать пирометры собственными силами. А чтобы сделать конкурс, пока коммерческих приложений по России заводов у нас, к сожалению, видимо, нету. И поставляются только импортные. Соответственно, ценник увеличился в разы. Так, источник финансирования департамент финансов вам определил на приобретение пирометров в случае, если вы их найдете? Так, по маскам управление здравоохранения, можете нам пояснить ситуацию? Вы в курсе, когда будут в город Якутск завозить маски?
месяца, да, ожидаете поступления? Так, Алексей Крементьевич, ну вот родители задают вопросы, что, значит, в школах введен масочный режим, и из детей требуют маски. Это соответствует действительно? Нет, таких требований не выставляется, просто некоторые пользуются, некоторые нет. Так, а в том приказе, который я видела, значит, масочный режим, исходя, значит, из 8-часового рабочего дня, 3 раза в день, это вы для... Иметь запасы, это мы взяли из рекомендации Роспотребнадзора. Для педагогов это имеется? Это для персонала. Для персонала. Ясно. Спасибо. Так, Управление социальной защиты, пожалуйста, Семен Иванович. Доброе утро. У нас приближается основной праздник 9 мая. Сегодня, на этой неделе до управ и пригородов будут доведены федеральные, республиканские, городские медали. И просьба пока ветеранам тыла, вдовам участников войны не вручать, но согласовывать с орготделом, с нами. И в начале апреля, буквально со 2 апреля, мы начинаем месячных ветеранов. Будем охватывать все управы, все пригороды. С нами будут совместно участвовать представители Пенсионного фонда, Управления здравоохранения, и те организации, которые будут вызывать интерес у наших ветеранов. И поэтому просьба главам управ пригородов подготовиться к этим мероприятиям. График мы на сегодня согласовываем. Половина управ нам предоставила. И ту половину, которая еще не дала свои сроки, просим в эти дни буквально до середины недели отработать. И будем начинать уже мероприятия, посвященные 9 мая. По фонду Победа поступлений около 5,5 миллионов. Совсем небольшое ускорение пошло. Надо отметить, от отрасли образования более 3 миллионов внесли. И некоторые отрасли от ЖКХ, строительства, там буквально до 100 тысяч поступления. Тут надо отметить неудовлетворительную работу от этих отраслей. И пользуясь тем, что у нас в зале сидят автопредприниматели, тоже хотелось бы призвать их внести посильную лепту в фонд «Победа-75». Так, сегодня у нас отмечает юбилей, 95-летний юбилей участник Великой Отечественной войны Гарри Камалович Хисмутов. Он на сегодня поступил в гериатрическую больницу. И также сегодня отмечает свой 96-летие Александров Василий, представитель Губинской управы, и его должен посетить глава республики. Коротко все. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, относительно пополнения Фонда Победы. Понятно, что дело добровольное, никто никого принуждать не будет и не должен, но обращаю ваше внимание, все, кто, значит, еще не сделал посильный вклад, просьба, значит, получить реквизиты и по мере возможностей, исходя из возможностей своих семей, тоже внести свой посильный вклад. Спасибо. Так, Департамент градостроительства. Доброе утро. Департамент градостроительства на прошлой неделе отработал в плановом режиме. Определены 4 объекта, которые будут сноситься по самовольному строительству в 2020 году. Начата работа с ресурсниками по отключению данных объектов и подготовке к сносу. На этой неделе мы планируем заказать уже проекты сноса. Также на этой неделе мы планируем подписать соглашение с Минтрансом по предоставлению субсидий на ремонт строительства дорог. По поручениям на прошлой неделе по Родзинского, значит, выяснено, что это АО ДСК. Разрешения на земляные работы предоставлены в адрес Департамента градостроительства. Дорога является, как сказать, не муниципальной, да, она проходит именно по частной территории собственников. Там у нас и «Синяя птица», и «Семирь», и ДСК получается. Скорее всего, как начнется строительство, данная дорога будет эксплуатироваться строительной техникой, и невозможно будет проехать по данной дороге, поэтому необходимо, наверное, отработать с гражданами, чтобы они ездили уже по Петра Алексеева. Там есть проезд, да, у них? По Петра Алексеева, да, есть. В проекте планировки там, покуда они сейчас выезжают, тоже есть, но так как будет, когда будут уже построены полностью 4 объекта. На период строительства, значит, дорога будет перекрыта, да?
Ну, Так, скорее всего, да. по нежилым помещениям над гаражами на Можайского, какая есть обновленная информация у вас? Значит, по ресурсникам информация была предоставлена вам. На сегодняшний день, значит, по их информации у нас, получается, вынос был только по канализации, но все равно вынос канализации получается из-под дома 7-го объекта, 6-го объекта. Все равно охранная зона налагается на весь объект. По информации Сахатранснефтегаза тоже неоднозначное такое письмо получили. Получается, они получили технические условия на подключение с условием того, что они должны вынести сети газа. Но на сегодняшний день они не могут подтвердить, Сахатранснефтегаз, что они вынесли эти сети, так как неисполнительная документация, ничего не предоставлено. Но при этом они подключены. По остальным информация предоставлена, то, что как бы они находятся в охранной зоне, никаких... Без изменений, то есть ситуация. Да. Ясно, спасибо. Так, главстрой, пожалуйста. Доброе утро. Ну, главстрой на прошлой неделе также планово отработали. У нас состоялся один аукцион по дорогам. Жалобы управления антимонопольной службы не помешали. Что-что? Жалобы в антимонопольную службу не помешали, не повредили к аукциону по дороге. Повредили или не повредили? Не повредили, не повредили. Ну, нормально говорите, что все состоялось. Так, хорошо. Так, дальше. На этой неделе по 4 объектам также должен состояться аукцион у нас. Это какие объекты? Это у нас перекрестки. 2 перекрестка и 2 круговых. По социальным объектам, ну, на прошлой неделе тоже вот те отставания, которые, ну, я уже, которых докладывал, ну, работы усилились, конечно, но тем не менее все равно еще остаемся также в напряженном режиме работы. Там проведены совещания были на уровне Ольги Валерьевны. Ну, меры приняты, конечно, подрядчиком, но сохраняется все равно отставание. Также у нас на прошлой неделе прошел аукцион по усилению школы номер 15, ну, там, фундамент. Вот так вот, в рабочем порядке остальное. Ясно. Хорошо. Так, Союз Авто, пожалуйста, Андрей Владимирович. Всем здравствуйте. За прошлую неделю произошло 2 ДТП без пострадавших. Графики выполнения маршрутов выполнены на 89,5%. Также с нашей стороны были заключены договора и будет разработан график по обучению по обработке коронавирусом с Роспотребнадзором за эту неделю, по правильной обработке. Там, потому что касается химии, потому что хлоросодержащий, возникли вопросы, имеем ли мы право в автобусах провозить, то есть обрабатывать. То есть обработку в автобусах будут проводить специализированные организации. Ну, правильно я понимаю? Ну, не совсем специализированно. Мы сейчас вот с ними заключили договор на консультационные услуги, как бы у них специалистов как таковых, которые проводят, сейчас нету, потому что, как нам объяснили. И они составят график, как бы вообще директора, отучатся, пройдут учебу вот эту и доведут до сведения всех предпринимателей индивидуальных. Ну, то есть это можно самому как бы делать, не обязательно как бы специалистов. Просто как правильно делать и вот. Хорошо, хорошо. Ну, вам для сведения, значит, государственное бюджетное учреждение фтизиатрия предлагает свои услуги по обработке дезинфекционной. Поэтому можете обратиться к ним, они там какие-то услуги оказывают. Стоимость и прочее я, конечно, не знаю. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Так, административная комиссия, пожалуйста. Доброе утро. На прошлой неделе составили протоколы Октябрьский 2, Строительный 8, административная комиссия 6, отдел потребрынка 2 и СИРИК 13, всего 35. Предписание выписали Автодорожный округ 61, Гагаринский 57, Губинский 50, Октябрьский 50, Промышленный 20, Сайсарский 27, Строитель 7, Центральный 30, всего 434. Из них по снегу 380, всего за год вынесено 2413 предписаний, из них исполнено 1030.
У меня все. Спасибо. Так, управление сельского хозяйства. Доброе утро. На прошлой неделе совместно с коллегами из Министерства сельского хозяйства Республики провели совещание с коневодами села Хатасы. Приняли решение создать сельскохозяйственный кооператив для участия в следующем году в государственной поддержке по строительству коневодческих баз. Сельхозтоваропроизводители города Якутска готовятся к весенне-полевым работам. В данное время заключены договора на приобретение семенного материала и удобрений с агрохолдингом Туймада. Продолжается сдача годовых отчетов Минсельхоз Республики. По ООО «Багарах» валовый надой молока составил 94,6 тонн, сдача молока 86,6 тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8 тонн больше. На этой неделе проведем координационный совет по развитию агропояса городского округа города Якутск. Прости, у меня все. Так, вот вы проводили собрание с коневодами, Да. как южной стороны, так и северной. Какие вы решения приняли там? Но всем посоветовали, чтобы вовремя отгоняли свой скот, своих лошадей с территории города Якутска. Сейчас очень сложный вопрос по выделению земельных участков для коневодов города, поэтому решили создать кооператив в Тологено-Кильдямском наследии и в селе Хатасы. Ну, кооператив будет создаваться долго, правильно? Да. Значит, финансирование из Министерства сельского хозяйства на создание коневодческой базы – это тоже дело не одного месяца. Только в следующем году будет Конечно, средства. в следующем году. Значит, лошади в городе Якутске на сегодняшний день уже создают опасность. Причем как для самих животных, так и для жителей и санитарного состояния города. Значит, у каждой лошади есть, значит, клеймо. Клеймо, да. Да? Органам территориального управления, значит, я предлагаю, чтобы вы выдали таблицы с указанием клейм, фотографиям клейм, значит, именами и телефонами владельцев. Принято. Потому что, в принципе, владельца можно определить. Административная комиссия, какие есть перспективы по привлечению к административной ответственности? Садитесь, пожалуйста. В данное время владельцев лошадей привлечь к административной ответственности за выгул, за то, что они пасутся в населенном пункте в городе Якутске, нет. По этому поводу депутат Ильтумена, Ксенофонтов и Хангаласский район пытались внести законопроект в Ильтумен, но они не прошли. Возможно привлечь к административной ответственности по 6.25 только если доказать, что если владельцы животных не уберут за собой экскременты этих животных. Ну, доказательная база будет довольно тяжелой, чтобы определить, что это именно экскременты его животного, а там не с Хатасов или еще откуда-то. Естественно. Так, имеется ли у городского округа город Якутск возможность внести в свои правила изменения, например, о запрете свободного выгула? Правила благоустройства возможно внести, но, соответственно, статьи в КОАПе не будет, потому что у нас 6.25, например, статья говорит о том, что нарушаются правила по уборке территории, но к уборке территории выпуск не относится. Так, ну, значит, будем все-таки ждать, возможно, Государственное собрание Илтумен вернется к рассмотрению этого вопроса для внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Министерство юстиции считает, что эти отношения уже урегулированы федеральным законодательством, что выпуск животных в населенных пунктах уже имеется статья по этому поводу. Но она же касается только перегона животных. Ну да, но я так и не понял просто. Ну, надо возвращаться, надо обращать внимание все-таки и юридического сообщества в том числе, потому что
то, что они указывают, что есть такая норма, привлекайте по этой норме. Да. Но эта норма касается перегона животных Да, да. из пункта А в пункт Б. А это не перегон, это же свободный выпас. Ясно, хорошо. Так, пожалуйста, Евгений Николаевич. Доброе утро, уважаемые коллеги. В дополнение к сказанному, стройблок в штатном режиме отработал, значит, по БКАДу с управлением ГИБДД согласовали места концентрации ДТП и мероприятия, необходимые по устранению их. Значит, по паспорту тогда все позиции согласованы. В штабном режиме продолжаем еженедельную работу по БКАДу, по проспекту Ленина, Парку Победы, значит, и по 7-й аэропортовой зоне. Также проведено совещание по интеллектуальной транспортной системе в рамках работы по БКАДу. И, значит, наши предложения были озвучены РЦИТу. Надеюсь, в ближайшее время согласуется техническое задание по формированию, значит, нашей заявки. В целом все, значит, добавить нечего. Дополнение сегодня сказанного. На прошлой неделе состоялось внеочередное заседание противоэпидемиологической комиссии по председательству заместителя председателя правительства Белозерова Дениса Георгиевича по ситуации с распространением вируса бешенства. Были приняты ряд определенных поручений, данные задания. Также на прошлой неделе на моем уровне также состоялись несколько совещаний, в том числе и на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также принято у нас решение с учетом существующей ситуации с жилкомсервисом. Работу ведем в этом направлении. Ну, сейчас много задается вопросов по вакцинации животных, которые находятся уже в пункте передержки. Значит, Департамент ветеринарии Республики категорически против, значит, вакцинации животных, которые уже там находятся. Поэтому просьба, значит, все-таки сегодня-завтра с Департаментом ветеринарии, ну, может быть, при посредстве, я не знаю, прокуратуры, еще кого-то, прийти к общему знаменателю. Проведем совещание, но при этом хотел бы отметить то, что позиция департамента ветеринарии либо управления ветеринарии довольно-таки интересная, потому что на сегодняшний день данные полномочия, по сути дела, не переданы муниципалитетам. Совещание проведем. Павел Николаевич. Так, доброе утро, коллеги. В связи с тем, что времени мало, я особо распространяться не буду. Единственное, хочу сказать, что на этой неделе у нас 17 числа 18:15 в Высшей школе инновационного менеджмента состоится итоговый отчет исполнительных органов власти республики перед населением города Якутска. Прием граждан города Якутска представителями исполнительных органов власти прошло во всех 15 наших административно-территориальных образованиях. В целом, по различным проблемам нашим коллегам из республиканских органов обратилось 223 человека. У меня все. Андрей Анатольевич. Доброе утро. Ну, по документам трудовой доблести, город трудовой доблести готовим. Сегодня Сергей Михайлович прилетает из Москвы. И буквально сегодня-завтра сделаем рабочую комиссию, заседание и предложим вот подписной лист для сбора подписей из горожан. Это первое. По вот этому нашему большому вопросу, по собачьему так называемому, Общественная палата республики предлагает, точнее уже подготовила письмо в адрес Владимира Владимировича Путина, собирает подписи в республике в защиту, будем говорить, имиджа и города, и всей республики. То, что на нас повесили, что называется, всех собак. А городская общественная палата пишет письмо в прокуратуру Российской Федерации с аналогичным вопросом, но конкретно в защиту Аксентьевой Сарданы Владимировны. Ясно, спасибо. Спасибо. Вот что касается того, что, значит, наш с вами коллега Сергей Михайлович Сергеев, значит, очень хорошо поработал с архивом Министерства обороны, и ему удалось получить выписку о том, что, значит, перегоночной авиационной дивизии Алсиба, которая базировалась в городе Якутске, было присвоен орден Красного Знамени в годы Великой Отечественной войны. Это очень хорошая новость, и это увеличивает наши шансы на то, что мы можем все-таки претендовать на звание Якутск город воинской славы, который будет, значит, присваиваться в соответствии на основании указа
президента Российской Федерации. Здесь, видимо, нам нужны будут еще дополнительные документы о том, чтобы определить, что город Якутск являлся базовым городом для этой дивизии. Эти есть документы у нас? Есть, да? Да, мы работаем, и вот Пантелеймон Пантелеймонович работает в архиве, то есть мы всех подтянули историков, кто это все знает, и надеемся, что у нас все получится. Вот. И всем нам вместе, особенно территориальным органам управления, конечно, необходимо будет, когда мы все документы соберем, организовать, значит, сбор подписей жителей города Якутска, значит, под ходатайством о присвоении городу Якутску звания город, значит, трудовой славы. Спасибо большое. Пожалуйста, Максим Карпович. Добрый день. По вашему поручению проведен предварительный анализ влияния роста курса доллара на экономику и бюджет города Якутска. Сегодня мы вам представим. Коротко могу сказать, что прогнозируется определенный рост по статьям приобретения ГСМ и импортосодержащим. Но таковых у нас в бюджете немного. С точки зрения влияния на экономику, в основном этому подвержена будет торговля и услуги. Но в связи с тем, что все торговые предприятия у нас в основном на НВД, на доходах бюджета это не должно сильно отразиться. По жилкомсервису, по вашему поручению, также проведена работа. Предусмотрены определенные средства. В ближайшее время будут проведены соответствующие процедуры с целью поддержания этого предприятия. Принял участие в совещании Министерства промышленности по земельным участкам, находящимся в охранной зоне по Покровскому тракту. Сахатранснефтегазом предпринимаются меры по сносу жилья. Уже доведен один иск до судебных приставов. Сформирована рабочая группа и будет работа с гражданами по этому вопросу. Также было принято участие в отчете в приеме граждан от имени правительства Сайсарской управе. У меня все. Просьба Максима Макаровича отработать с Республиканским агентством субсидий в части, значит, перечисления средств за январь-февраль за вывоз ЖБО, жилкомсервису. Это порядка 25-30 миллионов, я не знаю, сумму посмотрите, потому что уже середина марта, деньги еще не поступили, а предприятию это прямо нужно как воздух. Пожалуйста, Анатолий Андреевич. Спасибо. Доброе утро, уважаемые коллеги. Значит, я, во-первых, хотел бы поблагодарить руководителей управлений по территориям, так как на прошлой неделе завершились отчеты депутатов Якутской городской думы перед населением за то, что помогли. И надо будет потом впоследствии совместно рассмотреть те заявки, которые поступили от населения для формирования уже бюджета на следующий год. И на этой неделе состоится 6 заседаний комиссии Якутской городской думы. На прошлой неделе также вся информация направлена в соответствующие структуры. Просьба подготовиться и принять активное участие. У меня все. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, на прошлой неделе, значит, были подведены итоги по народному бюджету. Просьба территориальные органы управления, все, кто, значит, является ГРБСами по народному бюджету, это, значит, вот эти 20 проектов, внимательно рассмотреть порядок выделения субсидий, чтобы у нас с вами не произошла ситуация, как по прошлым годам, когда мы перечислили деньги, значит, и предприниматель их потратил на все, что угодно, кроме как на целевое назначение субсидий. О каком объекте идет речь, вы все тут прекрасно знаете, поэтому просьба не допустить этого в последующем. Далее, значит, мы с вами готовимся к заключительному отчету правительства Республики Саха-Якутия. Значит, дату, время проведения вам сказали. Значит, участие в постоянных, значит, комиссиях, заседаниях постоянных комиссий по списку, по приглашению обязательно необходимо принимать участие. Далее, значит, финансово-экономический блок. Прошу еще раз отработать с нашими депутатами Государственного собрания Илтумен от города Якутска, как по партийным спискам, так и по одномандатным округам, в части, значит, того, чтобы при внесении изменений в бюджет Республики Саха-Якутия предусмотрели те 1 600 000 значит, денежных средств для города Якутска, в том числе на образование, то, что выпало 1 200 000 000. Это необходимо сделать. Продолжаем работу по, значит,
все-таки с правительством республики по взысканию тех денежных средств, которые положены городу Якутску в части заработной платы прочих работников детских садов, ну и все остальное. Значит, по нормативам подушевого финансирования детей в школах мы получили ответ прокуратуры Республики Саха-Якутия о том, что данная индексация должна быть предусмотрена постановлением правительства. Поэтому продолжим работу с правительством. Значит, повышение денежных средств на компенсацию детишек, которые ходят в детский сад, в частные детские сады, повышение произошло. Тем не менее, физически мы пока этих денег не видим. Так, Алексей Клименtovич? Соответствующее письмо в Министерство образования нами направлено, просьба тоже проследить. То есть вроде как повысили, но физически-то денег нет. Так, ну и обращаю внимание, значит, на уборку снега. Несмотря на то, что мы с вами идем в графике осталось полмесяца, все-таки по вывозу снега обязательно посмотрите. Обратите внимание особенно на крыши, потому что сейчас у нас идет потепление. Если где-то вовремя с крыш снег не убрали, то, соответственно, высок риск образования сосулек, которые могут привести к крайне нежелательным последствиям. Значит, отрасль ЖКХ по закрытию полигона уведомить Министерство жилищно-коммунального хозяйства в надлежащем порядке, чтобы ни для кого не было секретом, что в пятницу полигон для якутской сетей закроется. У жилкомсервиса, значит, больше нет собственных средств для организации отлова собак. Более того, мы имеем в виду требования еще и прокуратуры города Якутска в части того, что отлов должен производиться, значит, спецавтотранспортом, который надлежащим образом должен быть подготовлен для отлова собак. Это сетки, там, отделения и прочие вещи. Этого транспорта в городе Якутске нет. И в 100-й раз повторяю, что Республика Саха-Якутия из республиканского бюджета городу Якутску на все эти мероприятия деньги так и не выделены по сей день. Значит, более того, речь идет о гуманном отлове. Сетколовов у нас всего 2, которые мы приобрели на собственные средства. Денег опять нет. Более того, на ГСМ денег нет, и электроэнергию в ближайшее время отключат. Поэтому, значит, уведомить Департамент ветеринарии Республики Саха-Якутия о возможном закрытии пункта передержки, значит, ну, получается, на следующей неделе. Но отработайте все-таки с Якутскэнерго для того, чтобы как-то реструктуризировать эту задолженность, либо же приостановить действие предписания, потому что, несмотря на всю ту полемику, которая у нас на сегодняшний день есть по финансированию, я считаю, что отлов безнадзорных животных в городе Якутске должен быть продолжен, несмотря на все наши споры, потому что все-таки это, прежде всего, речь идет о здоровье и безопасности наших граждан и детей в первую очередь. Поэтому просьба здесь, значит, работу усилить, но тем не менее все предупреждения, значит, в письменном виде в надлежащие органы все отправить. Спасибо.